Никогда такого не было. Я прямо в шоке. Когда люди задают вопросы и говорят, а как эта буква читается? Вот там буква необычная, это «э». Вот для татарина, мне кажется, это вообще какая-то безусловная штука. А тут есть люди русские, которые не ходили в школу и не учили татарский язык в школе. Есть люди, которые не знают про букву «э» и видят ее в первый раз в жизни. И они задают вопрос, а как она читается, это гласная или согласная? И им прикольно, им интересно. И вот это вот не наличие готовых ответов, не желание показать, что ты ни в чем не виноват, что ты никого не обижал, не попытка защититься, не попытка покаяться, а просто банальный интерес к другому человеку. Интерес к тому, что ты немножко не такой, как он. Интерес к тому, какой он. Вот это вот искреннее любопытство и большое уважение при этом вот этой штуки, которые мне дает не только татарская культура, но и русская культура в том числе, потому что русская культура сейчас еще и для меня такой посредник, возможность познакомить этих людей с нами. Барусхада салям, это подкаст Into the Tatarverse. Меня зовут Халиль Ахмедзянов, сегодня я говорю с Венерой Шакировой. Я бы ее назвал научпоп-активисткой, но кто она такая, лучше расскажет сама Венера. Так что приятного прослушивания. Венера, салям. Салям. Нишек халлер. Понятно. Айбет, рахмет. Синим нишек. Миним дайбет, Аллаху шукр. Расскажи про себя немножко. Я контент-креатор, я занимаюсь публичными выступлениями. Это такой очень странный вид профессии, который мало кто знает. Обычно меня называют тренер по публичным выступлениям или дизайнер слайдов или спичрайтер. Но на самом деле это очень большая сфера, и я работаю, в общем, в пиаре. Это мероприятия, которые проводят разные сложные организации, типа IT-конференции или там иногда бывают какие-нибудь мероприятия, посвященные научной популяризации, там, просвещению. И я готовлю людей, которые говорят о сложных вещах, учу их говорить простым языком, придумываю для них интересные сюжеты, помогаю им оформить презентацию. В общем, делаю все, чтобы сложные вещи, которые люди рассказывают, массовая публика поняла максимально просто и быстро. И в свободное от работы время я продолжаю этим же самым заниматься. И в своих инстаграмах, и твиттерах, и всяких других соцсетях я тоже публикую картинки про науку, про разные политические процессы, про общество. И пытаюсь с помощью инфографики или с помощью просто забавных мультяшных метафор изобразить какие-то вещи, которые обычно массовой аудитории не очень понятны или которые вызывают вопросы. Вот, это кратко, что я делаю. Угу. А как ты пришла вот к этой форме подачи материала? Ну, я про Инстаграм сейчас говорю, про то, чтобы подавать в такой инфографике простой. То есть это как бы довольно необычная на самом деле штука, потому что медиа все равно инфографику подают в несколько ином ключе, а здесь ты взяла как бы даже не новостную повестку. Тебе это было просто интересно или ты как-то думала, как ты можешь делиться, и вот пришла к такой форме? Как это у тебя происходило? Мне давно хотелось сделать что-то творческое помимо работы, потому что все равно рабочие задачи не всегда дают возможность выбрать тему. Спикер обычно приходит со своей какой-то уже конкретной темой. И часто бывает такое, что нужно как-то подстраиваться под формат мероприятия. Мне хотелось какой-то свой огородик, где я могу делать все, что я захочу. Но я тоже была в таких раздумьях, а какой медиум выбрать, а как лучше, тоже выступать или как-то по-другому это делать. И как раз в этот момент я увлеклась вообще визуальной коммуникацией, начала делать много презентаций для своих спикеров. И в итоге мне пришлось научиться немножко рисовать и заниматься иллюстрацией. Я там не претендую на роль иллюстратора, но в какой-то степени мне пришлось это освоить. И тут грянула пандемия, и в пандемию оказалось, что огромное количество людей, просто для меня это было какой-то абсолютной новостью, что такое большое количество людей верит в абсолютную дичь и чушь про вирусы, про вакцины, и при этом меня окружает огромное количество умнейших людей. У меня одна из моих самых близких подруг, она инфекционист, доктор, и когда мы с ней эту тему начали обсуждать, мы в какой-то момент поняли, что нельзя это оставить, нужно что-то сделать. И мы, на самом деле, тоже записываем подкаст.
3 из 4 частей в итоге опубликованы. 4-я часть у меня так и все-таки зависла, но в итоге я там начала рисовать сразу мультик. То есть мы сделали подкаст аудио, и я к нему сделала визуал в виде картинок. И это было супер много работы, но благо пандемия освободила мне много времени, и я начала во все это погружаться, увлекаться, и в какой-то момент я поняла, что мне от самой, как человеку, который потребляет научпоп-контент, который любит слушать это все, узнавать, мне самой от научных популяризаторов не хватает больше какого-то, не то что даже упрощения, а более мягкой подачи, более легкой подачи, так, чтобы это знание, оно было не как таблеточка, которую мне упаковали, а прям как конфеточка, которую мне упаковали, чтобы это было еще и очень привлекательно. И я не знаю, насколько у меня это получается, но в итоге я стремлюсь, по сути, быть не столько сколько поп. То есть ближе к аудитории, ближе к тому, что аудитория вообще в целом любит потреблять контент, ей нравятся красивые картинки, ей нравятся веселые истории, а науку она как-нибудь там в прикуску съест. И вот идея заключается в том, чтобы быть ближе к аудитории и давать ей еще более понятный контент. Ну, а там до кучи после пандемии уже навалилось много всяких других тем. У меня есть пара постов про демократию, есть пост про феминизм, есть еще всякие разные другие темы. То есть там уже начали появляться какие-то новые идеи. Но я всегда придерживаюсь нескольких правил, я никогда не публикую никакие, особенно медицинские темы. Вообще, чаще всего научные темы, которые я отражаю, я никогда не публикую от своего лица. Я всегда это делаю в коллаборации с какими-то учеными или с какими-то специалистами. Я всегда выверяю весь контент и всегда прошу жестко меня проверить по всем фронтам и на все неточности все это, в общем, покритиковать. Ну да, сами картинки и саму упаковку, и форму, в которой это все подается, это делаю. А расскажи про себя с точки зрения твоей национальности. Ну, можешь начать просто, в какой среде ты родилась, где ты родилась, и какая у тебя дальше была история, где ты росла. Я родилась в городе Елабуга. Это маленький город рядом с набережными Челнами. Скорее всего, набережные Челны знают больше людей, чем Елабугу. Его часто называют одним из самых русских городов в Татарстане. И вообще часто ассоциируют его, как будто бы он больше про русскость, чем про татарскость. Хотя на самом деле там примерно пополам русского и татарского населения. Но если, например, забить в Google название моего города, там в основном будут церкви православные, музей Шишкина, музей Дуровой, музей Цветаева. Шишкин там вырос, Дурова там выросла, и потом состарилась, а Цветаева там умерла, последние 2 недели жизни прожила. И вообще это точка притяжения довольно большого количества разных русскоязычных культурных каких-то проектов, каких-то вещей, которые до сих пор очень большую актуальность имеют. Они связаны очень сильно с русским языком. И вообще Елабуга — это такой довольно сильный, на мой взгляд, центр русскоязычной культуры. Ну и среди всех этих русскоязычных приколов есть еще несколько приколов не русскоязычных. Например, одна из там крупнейших достопримечательностей Елабуги — это еще Елабужское городище. Это постройка, в которую вообще волжский князь, по-моему, там в X веке поставил. Это такая была большая цитадель с 4 башнями. Вот одна из этих башен сохранилась. И это уже часть, скорее, тюркской культуры, то есть это Волжская Булгария. И благодаря, кстати, Елабужскому городищу в какой-то момент, благодаря раскопкам, там очень большое количество разных археологических находок нашлось. И это тоже, кстати, важная штука, что тоже это большая культурная такая локация. И при этом вот как раз то, что это тюркское поселение изначально было, и то, что, по сути, название Алабуга — это тюркское название, я всегда себя одновременно ассоциировала и с русской культурой, потому что я все детство там делала краеведческие работы про Шишкина, про Дурову, про Цветаеву, вообще любила историю, изучала все это. Мой отец в свои студенческие годы делал работу про церкви в Елабуге, про то, как они сначала появились, потом как бы они были уничтожены, многие из них. И вообще с русскоязычной культурой у меня какая-то такая, довольно плотная связь. И при этом заодно еще параллельно Сабантуй, татарские всякие мероприятия, Елабужское городище, название, у которого аж 2 трактовки. Там, с одной стороны, вроде как это пестрый бык, с другой стороны, окунь рыба. И много всяких легенд вокруг татарской культуры, которые тоже там очень сильно переплетено.
И как бы с самого детства, из-за того, что я там как-то сразу начала этим всем интересоваться, очень много разговоров было про то, что русский — это город или татарский. И вообще, в целом, я, честно говоря, довольно много раз ловила себя на мысли, что я ассоциирую Елабугу с русским городом. То есть мне казалось, что это русский город. И я даже начала в какой-то момент это все разбираться, и перед встречей с тобой я, на самом деле, пошла еще раз покопалась, полистала, что это такое, как оно там было. И в какой-то момент поняла, что это так произошло из-за нескольких причин. Из-за того, что в 15 веке, угадай, кто виноват, стало много очень русскоязычного населения. Там стали строить церкви, и поселение, которое там было, стало названо село Трехсвятское, по-моему. Короче, там была церковь трех святителей, и вот там на этом месте построили место, где тоже как получился такой довольно серьезный центр православной культуры. А потом Екатерина II, уже чуть позже, вообще вот это Елабужское поселение, небольшой город, там буквально 1000 человек жило, поместила в составе еще нескольких земель татарских, включила ее в Вятскую губернию. То есть Елабуга стала, по сути, с другими там регионами, не татарскими, в одном как бы регионе Российской империи. И, естественно, там еще пошел другой культурный обмен, еще большое количество новых вещей, которые не свойственны многим татарским городам. Но и на этом все не закончилось, потому что потом вот эта вся, во-первых, там ставка Екатерины II на экономические вообще всякие вопросы, которые с Елабугой были связаны, это еще и довольно серьезный транспортный порт, и вообще всякие разные такие события, они все, конечно же, повлекли за собой то, что в Елабуге стала появляться серьезная торговля и серьезный бизнес появляться. И в какой-то момент Елабужская губерния, по сути, стала родиной русского купечества и русской благотворительности. Там Стахеевы, Ушковы, Черновы — это, по сути, купцы и благотворители, которые построили пол Москвы, пол Питера, Нижний Новгород и многие другие русские города. И в самой Елабуге пивной завод, хлебный завод и многие другие организации и бизнесы, которые кормили и там, делали на экспорт много товаров не только даже в российские города, а еще и в Европу, например. То есть хлеб поставлялся в том числе в Европу, например, из Елабужского хлебзавода. И все это, естественно, создало вот этот контекст, в котором русская культура, она прям вот прочно вшита в Елабугу и прочно там ассоциируется с этим городом. И когда вот эти вопросы встают, когда эти вопросы возникают, естественно, разговор идет скорее про Елабугу, вот сначала Елабугу Ивана Грозного, потом Елабугу Екатерины II, и вот эти периоды времени. Ну, и дальше после этого начинается Советский Союз, и после там достаточно серьезной обороны и серьезных исторических событий, которые очень сильно отличались, там, и вообще долго шла битва за то, что там красные с белыми воевали, после такого довольно кровопролитного процесса и довольно тяжелой борьбы в итоге Елабугу включили в состав татарских подземель и в состав СССР, именно уже как состав Татарской ССР. И вот вся эта двойственность, я, если честно, я даже вот и когда с тобой мы обсуждали в первый раз, и когда я готовилась ко всей этой встрече, и когда я вообще последние 1,5 года думаю о своей идентичности чуть более интенсивно, чем раньше, я все это время сталкиваюсь с ситуациями, когда я понимаю, что я не идентифицирую себя как вот именно такая серединка на половинку, что я очень сильно вообще прониклась русской культурой, и мне русская культура такая же родная, как и татарская. При этом они просто разные. Ну, то есть я с русской культурой я познакомилась в основном в школе, в университете, в интернете. Я делала всякие внешкольные программы, там участвовала в всяких мероприятиях. А с татарской культурой я знакомилась через дом, Эбиба-Байлар, деревня, какие-то, может быть, контакты с родственниками. Ну, то есть это совершенно другой канал взаимодействия. И у меня еще есть 2 школьные подружки, которые, в отличие от меня, учились в татарскоязычном классе. И это вообще другой опыт жизни и обучения. И мы с ним там, с одной из них мы жили в одном дворе вообще и постоянно общались. Другая жила чуть подальше, и мы с ней ездили в школьный лагерь и вообще всякие другие взаимодействия. И было ощущение, что контакт с ними
качественно другой, ну, в смысле, он просто, не в смысле он лучше, хуже, он просто другой эмоционально, он другой по культурному какому-то уровню. Хотя мы разговаривали с ним на русском языке, они меня всегда считали своей не совсем татарской подружкой, потому что они-то учатся на татарском, и дома говорят на татарском, и не совсем такая татарка. То есть я все равно немножко другая татарка. Но они, с ними мне было по-другому, не так, как со своими русскоязычными друзьями. При этом я училась в русскоязычном классе, ходила на всякие кружки, которые все разговаривают на русском языке. У меня все мои там самые близкие, самые любимые преподаватели — это в основном русскоязычные преподаватели. И вообще в целом я была полностью окружена в основном русскоязычной культурой, татарскую культуру потребляла очень дозированно. То есть ты говоришь, что даже независимо от того, кто были по национальности твои одноклассники, русские или татары, учась в русскоязычном классе, у них все равно был перевес в сторону как бы русской культуры, они все равно больше себя в этом ощущали своими, нежели в татарской культуре. Мне кажется, что влиял. Мне кажется, что русскоязычный класс — это все равно немножко не то же самое, что быть татарином в татароязычной среде. То есть это сильно большая разница. Во-первых, мне кажется, что у татароязычных классов точно есть какая-то фоновая дефолтная установка, что там все татары. То есть там вообще мононациональный состав. У них гораздо больше каких-то мелких внутренних приколов, которые не уловят русскоязычные ребята, и они в них живут и купаются постоянно. Они постоянно по дефолту эту информацию воспринимают немножко иначе. А когда ты в русскоязычном классе, дефолтной культурой является, наоборот, русскоязычной. И даже если ты татарин, ты воспринимаешь ее как русскоязычную культуру, как базовую. Начинаешь смотреть на нее, как будто бы это главная призма, через которую ты все остальное воспринимаешь. И мне кажется, по этой причине многие татары-родители часто разговаривают с детьми на русском языке. Потому что все доступы к образованию, к работе, к хорошей карьере очень часто ассоциированы с русским языком. И родители, желая своим детям всего самого наилучшего, естественно, пытаются дать им максимально понятный, простой доступ к этим всем ресурсам. Там, насколько я знаю, во многих других постсоветских культурах такая же штука есть. Даже есть, насколько я знаю, тоже вот как раз в тюркских постсоветских государствах многие до сих пор, уже, по сути, не входя в состав Российской Федерации, воспитывают детей на русском языке. И дети не знают родного языка. Я училась при этом в татарской группе татарскому языку. То есть я ходила еще на занятия татарскому языку в составе с другими ребятами, которые тоже учились на русском, но параллельно, получается, мы занимались как бы в усиленном формате татарским языком. Сказать, что мне это сильно помогло, вообще татарский, я, наверное... я могу сказать, что это сильно мне помогло, потому что это было такое насильственное обучение. А я не разговаривала дома по-татарски, я разговаривала по-татарски только со своими аби-бабайлар с бабушками, дедушками и с папиной, и с маминой стороны. При этом с маминой стороны моя бабушка довольно хорошо говорит и на русском языке тоже. И когда она понимала, что мы не можем сформулировать что-то или там не догоняем каких-то вещей, она очень быстро перескакивала на русский, и сейчас она тоже с нами разговаривает на русском в основном. При этом, когда я пришла в эту татарскую сильную группу, это обучение, по сути, там начинается с младших классов. Большинство ребят, которые приходят в эту татарскую группу, как бы по дефолту уча татарский, они приходят, зная татарский хорошо. То есть они его изучают как свой родной язык. И они поэтому туда и попали. Но тут еще есть, наверное, тоже это постсоветская немножко логика распределения детей по группам. Мою фамилию просто увидели в списке. И автоматом отправили меня в татароязычную группу, в сильную группу по татарскому. Никто меня не спрашивал, какой у меня уровень владения языка. Никто не спрашивал, говорю ли я по-татарски дома. Никто не выяснял этих вещей, просто засунули в эту группу и, по сути, делай, что хочешь. И примерно 8, получается, или даже 9 лет обучения в школе у меня выглядело так. Я учу 3-4 часа школьные уроки по всем предметам, и потом еще 3-4 часа я могу посвятить домашнему заданию по татарскому языку. Потому что для меня этот язык не такой естественный. Я его как-то на каком-то базовом уровне понимала, но вот эти сложные художественные выражения, потому что там же еще есть татарская литература, или какие-то многоэтажные конструкции для меня на русском языке были более-менее понятны. Мы
когда попали в эту группу, я чувствовала себя не совсем как всех остальных ребят. По сути, поставили туда тоже по дефолту, имея в виду фамилию, то есть просто посмотрели список фамилий, распределили по группам, мы там оказались. Но при этом вот я была в числе... Я, по-моему, была единственным таким человеком в группе, который приходит и не понимает половину слов. Или не понимает, ему дают прочитать, там, не знаю, 120 страниц до следующей недели, и для всех это абсолютно нормальное внеклассное чтение, а для меня это пытка. Мне нужно сидеть со словарем, как английский текст, переводить ровно так же. То есть дома, когда ты росла, у вас преимущественно был разговор на русском языке, и первые твои слова были на русском языке, получается? Первые мои слова были на татарском. По крайней мере, это со слов мамы. Я, конечно, не помню. Мама говорит, что первые мои слова были на татарском, и, видимо, мама с папой разговаривали и на татарском, и на русском между собой, когда я была совсем мелкая. И в итоге я начала говорить по-татарски, но потом очень быстро перескочила на русский. И потом уже продолжила говорить на русский. Татарский в итоге как второй язык воспринимался. То есть я всю жизнь помню себя, говорящую на этих двух языках, но вот все, что я помню именно про себя, я всегда говорила на русском лучше, чем на татарском. Татарский всегда был вторым языком для меня. И дома никто насильственно не заставлял говорить на татарском, и все понимали, что так как образование на русском, и практически вся базовая коммуникация на русском, в итоге все тоже на русском разговаривали. Вот. Мне кажется, это еще последствия советского образования родителей. То есть у меня и мама, и папа учились тоже в русскоязычных советских школах. Естественно, что для них русский язык — это язык их образования. И получали они высшее образование. У меня вообще отец по образованию преподаватель русского языка и литературы. Татарин, но по образованию он преподаватель русского языка и литературы. Он преподавал русский язык и литературу в школе, причем тоже там в сельских школах он преподавал, и в том числе вот это тоже такой забавный момент, что для меня русская литература и русский язык вообще в целом это часть еще и коммуникации в семье. То есть там мама шутит, что мне на ночь, когда я еще не понимала речь, и когда я еще была совсем маленькая, папа, проверяя детские сочинения, детские упражнения по русскому языку, сидел и просто красивыми интонациями зачитывал упражнения по русскому языку. Там, типа, «Мама мыла раму», и вот таким вот образом он мне, типа, читал сказки, я параллельно работал. И мне кажется, что это все равно влияет. То есть, когда у тебя родители работают на русском языке, говорят на русском языке постоянно, это базовая коммуникация все равно влияет. И да, мне кажется, что для меня это было не то же самое. Татарский язык для меня был не совсем таким же естественным, как русский. Угу. Как ты воспринимала татарскую культуру на тот момент? Потому что я вот помню про себя, что подсознательно, неосознанно, это я уже потом, вот сейчас, в последнее время начинаю это догонять, что для меня татарская культура была более деревенской культурой, а я как житель города должен быть в культуре более, не знаю, более городской, а она русская культура, получается, более городская. И вот, да, действительно, это какая-то культура дедушек, бабушек, но при этом я всегда осознавал себя как татарином, но вот именно язык, песни, вот эти вот все какие-то атрибуты культуры, которые на поверхности лежат, они все равно были для меня вот какими-то такими более провинциализированными, наверное. Как у тебя это было? Как ты воспринимала? Я воспринимала, наверное, татарский язык как, в первую очередь, язык моих родственников. То есть для меня это была самая главная ассоциация. Ну и второе — это вот это вот тяжелое обучение в школе. То есть это был прям серьезный момент такого типа ощущение, что я не совсем вписываюсь в татарскую культуру тоже, и не совсем вписываюсь в татарскую среду тоже. Все как будто бы татарка, значит, я не совсем русская, но все равно не настоящая татарка, потому что плохо знаю татарский. И получается, что в этот момент я... Ну, и даже там, например, у меня есть с маминой стороны моя Вика, она хорошо говорит на обоих языках, а с папиной стороны Вика с Бабаем не разговаривали на русском языке практически. Ну, то есть они знали русский язык для какого-то там базового бытового функционирования. Они общались с русскоязычными соседями в деревне. Они как-то оперировали этим языком. Но базово, конечно же, им комфортнее было говорить на татарском. И со мной, мне даже никто особо не объяснял, это просто по дефолту было, что с Викой надо разговаривать по-татарски. И ты там какие-то вопросы решаешь, ты говоришь по-татарски.
И это, кстати, забавные детали, потому что в этот момент, когда ты сталкиваешься с этой реальностью, ты вроде как типа ассоциируешь себя, что ты знаешь этот язык, но когда ты сталкиваешься с реальными бытовыми трудностями какими-то, и у тебя возникают какие-то вопросы, ты приехал в гости, тебе нужно там сходить в туалет, или налить себе воды, или что-то еще сделать, и ты не знаешь каких-то базовых слов на татарском языке, и у тебя ступор. И ты не можешь там своим родственникам сказать что-то, что тебе очень критично важно. Это, кстати, тоже такой довольно серьезный стресс. Короче, да, татарский всегда у меня ассоциировался не только с позитивом, но и с немножко стрессом и с дискомфортом. И вот когда я уже стала постарше, я начала понимать, что когда Авиляр периодически ворчали, что мы не знаем татарский язык, я начала понимать, что это ворчание, оно не столько на нас, ну, что это какой-то негатив, что мы не знаем, а это какое-то отчаяние, потому что мне кажется, по крайней мере, вот моя Аби, которая с папиной стороны, она вообще такая была вся молчащая, такая супер зажатая, скромная, спокойная женщина, и она очень редко с нами как-то сильно откровенничала, но вот раз от раза периодически она могла подсесть и просто схватить тебя за руку и с очень ярким эмоциональным акцентом сказать: никогда не забывай, что ты татарка. Всем говори, что ты татарка. Очень четко там, типа, если тебя спросят кто-то, никогда не говори, что ты русская, говори, что ты татарка. И это настолько... Вот тогда я не понимала, я думала, что она такая нервная? Почему она так сильно хочет вот этого? А сейчас я такая... Это ужасно, это катастрофичное ощущение, это отчаяние полное, когда ты видишь, что ты последний, скорее всего, носитель своей культуры. Ты смотришь на следующее поколение, и ты видишь, что твои внуки не говорят на твоем родном языке и не могут сказать тебе базовых вещей. И, скорее всего, это большая такая драма, которую дети при этом не осознают в этот момент. То есть нам кажется, что они просто старые люди, которые ворчат, которым что-то все не так, вечно ничего им не нравится, а что там внутри под этим лежит, какая жуткая эмоция, это, скорее всего, можно понять только совсем позже. Да, супер поддерживаю. Ты очень хорошо это сформулировала, потому что действительно в детстве это воспринимается как ворчание, но вот это вот осознание того, что ты физически наблюдаешь, как уходит твой язык, на котором говорили твои бабушки, дедушки, я про наших бабушек, дедушек, их родители, и вот от поколения к поколению это уходит, это, мне кажется, вообще очень страшно наблюдать, и действительно, когда мы сейчас с бабушкой разговариваем про это, в большинстве своем очень добрая и понимающая, и поэтому у нее нет ворчания по этому поводу, но действительно есть вот это вот сожаление, причем даже вот относительно меня, например, что ты же в детстве хорошо говорил по-татарски, почему ты сейчас не можешь со мной также вот эти фразы просто сложить без того, чтобы вставлять русские слова. Ну вот мы с ней, да, начали об этом разговаривать в последнее время, и я ее стал лучше понимать, когда начал сам размышлять про это. Расскажи, в каком возрасте ты уехала из Елабуги и куда? Когда я заканчивала школу, я очень сильно мечтала поступить в Питер сразу. То есть у меня была большая мечта, я очень хотела жить именно в Питере, мы туда поехали, я там сдавала вступительные экзамены, подавала документы лично, и мама со мной поехала, и мы когда там были, я прямо четко была уверена в том, что мне хочется жить именно в Питере. И когда я не поступила в Питер, я при этом еще параллельно подавала документы в Казань. Казань для меня воспринималась как, типа, запасной вариант. Ладно, буду учиться в Казани. Но практически с первых там дней я поняла, что я все равно хочу поступить в Питер, и в итоге я просто бросила универ на первом курсе и заново поступала. И вот, наверное, этот год вообще в Казани, это, кстати, важная такая веха, вот как раз в плане идентичности, потому что это, по сути, гораздо более татарский город, чем Елабуга. И вот это вот, с одной стороны, это был жуткий стресс, и вообще в Елабуге, когда у тебя маленький город, там 70 тысяч населения, это супер все уютно, мелко, маленькие расстояния, ты всех знаешь, очень спокойное место. И ты приезжаешь в город, в котором есть метро, тогда еще его не было, но оно уже там было в процессе. Или там город, в котором огромное количество каких-то маршрутов автобусов, тебе нужно добираться целый час до там, университета. Это было, конечно, для меня вообще жутким стрессом. И я была супер неприспособлена к жизни. Вообще я была такой, типа
тепличной девочкой, мне все готовили, все за мной супер сильно ухаживали, лишь бы я училась. И я в итоге оказалась супер неприспособленной к жизни, я очень сильно стрессовала и просто все списывала на самом деле на Казань. Казань еще в этот момент готовилась к универсиаде. Это был перекопанный город с вырванными с корнями трамвайными путями. Везде были пробки. Каждое передвижение по Казани было стрессом. Просто для казанцев это было стрессом, для меня это было тем более стрессом. И, в общем, Казань у меня оставила такие не очень приятные впечатления, но это на самом деле был очень важный опыт. Это был мой первый поход в оперу, например. Или Казань для меня была первым опытом взаимодействия с татарской культурой как с доминантной. То есть я прямо чувствовала в Казани, что это я здесь татарка в Татарстане. В Елабуге это не всегда ощущается. И вот это состояние, в котором ты там есть, оно, мне кажется, даже мне не до конца до меня дошло, это состояние, когда я там была. Мне кажется, я это состояние поймала уже, когда приезжала в гости потом. То есть я когда уже поступила все-таки в Питер и уже возвращалась в гости, приезжала просто к родным, или я как-то раз привозила друзей в Казань праздновать Новый год, и мы там сняли квартиру, праздновали сам Новый год, гуляли вокруг Кремля, и я была вот такой, типа, кто всем все показывает. То есть там были питерцы, там были москвичи, там была куча народу из разных регионов России, и для всех Казань не была родным местом, а я была таким гидом их. И все там спрашивали меня, как, куда добраться, что лучше из еды попробовать, и там в какой музей мы пойдем, всякие такие вопросы. И я реально ориентировалась. И вот в этот момент я прям почувствовала, что это, кажется, вот, это моя культура, это мой дом, это я здесь татарка, это Татарстан, и вот это, типа, важно для меня. И примерно там же я ощутила, что я... Ну, вот когда я в этот год жила в Казани, когда я только вообще с этим столкнулась, у меня было четкое ощущение, что мне хочется какого-то большего масштаба, хотя меня вызывал это стресс, но у меня было ощущение, что Казань как будто бы недостаточно крутая. Вот как раз то, что ты говоришь про типа деревенскость культуры или провинциальность культуры, я в этот момент это чувствовала, но мне кажется, что на самом деле это было каким-то убеждением, которое я даже не мэтчилось с реальностью. То есть я просто в это очень сильно верила, и даже если я видела что-то, что противоречит этому, я это не принимала. И когда я уже все-таки добралась до Питера и переехала туда, и испытала новый уровень стресса, новый уровень крупного города, и когда мне стало еще страшнее, еще хуже, я в этот момент начала понимать, что это было очарование. Это было очарование картинкой, очарование какими-то амбициями, чьими-то идеями, и мне захотелось вернуться в Казань. Я начала думать о том, как бы обратно вернуться. И вот это вот состояние, когда ты хочешь домой, или состояние, когда ты скучаешь по дому, оно меня накрыло в Питере как раз. Вот, то есть в Казани все равно ты как будто бы просто немножечко подальше от дома уехал, то есть там каждые 2 недели моталась домой, чуть что случилось, чуть расстроилась, чуть заскучала, хоть на выходные. Каждые выходные можно было мотаться в Елабугу, вообще в целом не страшно. А тут уже так не поездишь, и вот это ощущение, что я здесь одна, вот оно меня накрыло уже в Казани. Ой, в Питере. Ты сказала, что ты скучаешь по... естественно, чему-то знакомому по родным. А была ли у тебя какая-то тоска по тому, что ты там меньше татарского чего-то видишь? Или, может быть, там ты острее ощутила, что ты больше уже как бы не совсем своя, не в своей какой-то среде татарской? Ну, тут опять, наверное, надо обозначить, что у меня никогда не было ощущения, что я только татарка. То есть я все равно довольно плотно и четко себя ощущаю комфортно в русскоязычной культуре, и мне в целом она реально дефолтная для меня. И когда я сталкивалась с тем, что я только с ней сталкивалась, тогда у меня было некоторое ощущение, что это все равно не как дома. У меня, наверное, не было тоски по татарскому, у меня было четкое ощущение дома, когда я приезжала в Татарстан. То есть я, когда приезжала и слышала татарскую речь, это, наверное, самый кайфовый момент вообще для людей, которые уехали из родного какого-то края, услышать родную речь. Ну, это, кстати, у всех разные реакции. О, это, кстати, очень забавная штука. Я, когда вот сейчас живу в Германии и иду по улице и слышу русскую речь, у меня нет такой реакции. Но как-то раз я тут шла по улице, и где-то кто-то, ну, какие-то, видимо, эмигранты или, может быть, беженцы, кто-то включил крымско-татарские песни.
с телефона. И в Германии играет явно татарская музыка, то есть там, понятно, немножко звучание слов отличается, немножко мотив отличается, но это все равно очень родное что-то. И я слышу это, и у меня в этот момент одновременно ползет улыбка по лицу, вообще просто в 32 зуба. Но одновременно у меня ощущение, что я в каком-то кино или даже во сне, как будто это настолько нереально, и это как будто ломает вообще все мое построение, мою вот эту реальность, где я татарка, и реальность, где я в Германии, они не должны как будто встречаться в моей голове. И это очень забавно. И это вызывает у меня моментальный позитив. То есть вот я замечаю, что если я слышу русскую речь, то я не всегда такую эмоцию испытываю. Я иногда даже могу я не хочу сейчас обсуждать все, что происходит в мире, я не хочу сейчас вспоминать, что происходит в мире, и я хочу просто спрятаться и не думать об этом. А вот татарская речь у меня ассоциируется исключительно с каким-то чисто с домом. Просто дом и все. И я в этот момент прям вообще как мед. Я сижу, мне хорошо, я такая, да. В общем, это прям очень такое классная фича татарской культуры. И, кстати, вот эти приколы татарские и всякие разные мелочи, они очень круто расцвечивают реальность. Я помню, что я когда вот только заехала в общежитие в Питере, у меня на этаж выше жила знакомая девочка. Мы с ней познакомились уже в университете, она тоже из Татарстана. Она была очень эмоциональная такая девчонка, и она в какой-то момент, я захожу в комнату, и у них там скандал. Прямо она стоит посреди комнаты, машет руками, что-то говорит всем. И такая, почему ты меня не понимаешь? Я тебе уже столько раз сказала. Как ты можешь меня не понять? И соседка в шоке просто стоит напротив нее и говорит, что ты на меня орешь? Я не понимаю эти слова. И она поворачивается ко мне и такая, о, Венера, вот скажи мне, почему она не понимает, когда я говорю, дай мне тостомал? Я говорю, Регина, это татарское слово, поэтому она его не понимает. Она такая, так я же говорю ей русским тостомал. Да, она говорит, почему она не понимает? Я говорю, дай мне тостомал. Она не понимает, она не берет, она не дает мне. Она что, меня не любит? Что мне она меня обиделась? Почему она меня не слышит? Я говорю, потому что она тебя не понимает, это татарское слово. И она так была обескуражена этим. Она говорит, как это татарское слово? Не может быть такого. Она такая, ладно, айда, пойдем. Я такая, айда тоже татарское слово. И она начинает, я прям кроет от этого. И это, для меня это такая забавная история, забавная деталь. Я думаю, что для нее как раз это было таким жестким стрессом. То есть это было прям полное переключение, где некоторые элементы твоей культуры, твоей обычной жизни, это вообще чужая для них деталь. И они либо к ней привыкают и начинают ей оперировать тоже, и теперь знают, что тостомал — это полотенце. Либо они, вот так вот в шоке на все это реагируют. И когда я с этим сталкивалась, для меня это просто было как будто бы... Вот я опять себя чувствовала, как будто я такой какой-то посредник. То есть я как будто чуть-чуть не до конца татарка, не до конца русская. Я в этот момент такая, давай я тебе объясню, давай я тебе подскажу, где там, что может произойти. И, наверное, самое главное, признак дома, и самое главное вообще, что меня поддержало там, были в итоге мои елабужские друзья. То есть у меня было 2 корешей из Елабуги, которые переехали один на год раньше меня, один прям вместе со мной в 1 год. И они меня и морально поддерживали, и могли выручить в какой-то ситуации. Я всегда знала, что они рядом. И это этнически русский, этнический украинец. То есть они никак с татарской культурой не связаны, никак не ассоциировались у меня с этим. И, наверное, мне кажется, что если бы это было как-то связано с татарской культурой, я бы это потом еще как-то связала у себя в голове. Но так как это не было связано, я четко прямо отслеживаю, что для меня самое главное — это просто эмоциональная поддержка. Для меня самое главное — то, что люди друг к другу по-человечески относятся. Причем подружились мы уже в Питере. То есть мы до этого не сильно прям общались. И вот на почве стресса, на почве того, что мы готовы друг друга поддержать, мы начали как-то взаимодействовать. И мне кажется, что в этом плане гораздо важнее было то, что мы из Елабуги все. Давай, наверное, сразу перейдем к истории про то, как ты начала в последнее время свою идентичность осознавать. Насколько вообще для тебя этот процесс стал неожиданным и что его стриггерило? Мне кажется, что у меня был как будто бы не такой интенсивный момент, когда я испытывала какие-то четкие мотивы прямо изучать свою идентичность. И вот они были как раз, когда я еще жила в России, когда еще ничего так сильно не менялось.
я вот свозила друзей в Казань, я в какой-то момент начала больше читать про Татарстан, и как будто бы мне в какой-то момент стало очень хотеться понять, какая я, кто я в контексте своей культуры. Но это все было таким фоновым процессом, не очень осязаемым. То есть он был просто как там, какой-то 10-й приоритет, просто в какой-то момент он появился. А когда в 2022 году все начали не просто поднимать вопрос про национальную идентичность, а начали поднимать вопрос про угнетение национальной идентичности, и разговоры пошли уже в сторону того, что есть вот эта вот колониальность во всем этом, есть именно какая-то доминантная культура, и есть культуры, которые подвергнуты либо полностью подавляются, либо они как-то сильно притеснены. Я одни и те же события, которые я до этого воспринимала как либо просто грустные, либо вообще нейтрально, я начала их воспринимать совершенно иначе. То есть если до этого я думала, что это нормально, что твой язык — это второй язык, и все по дефолту его таким воспринимают, то теперь я начала просто обращать внимание на те вещи, которые до этого мне казались естественными. Потому что ты вырос в них, ты все время их видишь, и ты все время на них смотришь, и тебе не кажется, что это странно. А тут в какой-то момент вся дискуссия по поводу национальной идентичности пошла в эту сторону. Короче, когда началась война, у меня было очень четкое ощущение, что это какое-то состояние, в котором хочется очень сильно из себя как-то вылезти. Ну, типа, как будто бы тебе в своем собственном теле не суперкомфортно. Тебе вообще хочется как-то исчезнуть или куда-то спрятаться. И в процессе, пока мы с этим пытались справиться, я прямо четко ощущала какие-то знакомые нотки во всей дискуссии, которые происходят по поводу украинского языка и русского языка, по поводу украинской культуры и русской культуры. И вся эта пропагандистская машина, как она настроена, и какими интонациями она об этом говорит, и какие акценты она об этом расставляет, это как будто бы разговоры про татарский язык и про татарскую культуру выкрученные на 100. Как будто бы те же самые логические конструкции, только умноженные на миллион разных других деталей, умноженные на более интенсивную пропаганду, на более интенсивные акценты. И особенно это касалось языка, потому что это вообще в целом довольно болезненная тема, мне кажется, сейчас по поводу обязательного изучения языка в школе, по поводу того, на каком языке вести документацию, на каком языке говорить в правительственных организациях, на каком языке телевещание организовывать, на каком языке на праздниках говорить. И это как будто бы такая вечная фоновая дискуссия, которая всем уже оскомину набила, и как будто бы все уже к ней привыкли, хотя это абсолютно ненормально. И это совершенно неестественно, что люди годами об этом говорят, все время об этом спорят, и все никак не могут ни о чем договориться. И при этом есть какой-то более громкий голос, который говорит, что есть какой-то правильный язык, и есть какой-то не совсем правильный. И есть какой-то более тихий голос, который еще может при этом подвергаться репрессиям и бояться высказаться. И вот это состояние, в котором ты постоянно воспринимаешь это как часть своей жизни, в какой-то момент просто оглядываешься и такой: о, а оказывается, это все было нездоровая тема, и это все вообще на самом деле так не должно быть. Мне кажется, это немножко похоже на состояние, в котором периодически люди оказываются, которые долго-долго были в каких-нибудь абьюзивных отношениях или подвергались насилию в семье, и они рассказывают истории своей жизни, и когда люди реагируют на это, они понимают, что это на самом деле было вообще не норм. То есть они жили с этим, им казалось, что все ок, а когда они начинают это рассказывать, и люди окружающие говорят: блин, а ты в порядке, тебе, может, помощь какая-то нужна, может, тебя как-то поддержать нужно, они в этот момент такие типа: блин, а может, реально, может, меня нужно поддержать, может, со мной что-то уже как бы сотворили в этот момент, может быть, мне плохо от этого. Как будто бы я в этот момент тоже себя поймала на такой мысли, что есть вещи, которые фоново всегда воспринимались как часть ландшафта, как будто бы это повседневность твоя. А тут ты начинаешь осознавать, что это вообще-то дозированная, мелкая, неприятная жесть, с которой ты всю жизнь жил, и ты вдруг понял, что это жесть. И мне кажется, к этому относятся и какие-то институционализированные проявления, и вот подавление, агрессии, может быть, даже ненависти.
И какие-то даже совсем мелкие детали, типа подписи на музейных экспонатах. Когда ты входишь в музей или когда ты идешь по улице и там, не знаю, инсталляция. Вот я недавно в Набережных Челнах, там год назад была инсталляция на улице, просто фотографии с старыми видами Набережных Челнов, Набережно-Челнинской набережной. И ты идешь по набережной, смотришь на эти фотографии, и там подписи крупным шрифтом на русском языке, мелким шрифтом на татарском. При этом это, по сути, фотографии татарского поселения. Это описание татарского быта. Это про татарскую культуру. И раньше у меня бы не возникло вопроса, а почему русские буквы крупные, а татарские буквы мелкие? Почему так? Раньше я бы себя даже не спрашивала об этом. А теперь я себя об этом спрашиваю. И таких деталей их полно. И они какие-то на уровне каких-то просто пренебрежения или какой-то привычной такой небольшой вот этой небрежности, а какие-то они сознательно организованы. Какие-то, возможно, устроены по привычке. И точно так же там эпизоды, когда ты школьные годы вспоминаешь и начинаешь думать про то, как, например, дразнили некоторых моих знакомых татар из-за фамилии, которая смешно звучит на русском языке, или из-за имени. И тогда это казалось просто как обычная дразнилка, что русских детей же тоже дразнят за фамилии и имена. Но почему-то тогда не было понятно, что это с налетом национализма. А теперь становится понятно, что в этом есть налет национализма. Вот. И как будто бы это просто открыло глаза на какие-то вещи, которых раньше не было. Вернее, они всегда были, но они как будто не были заметны. Не были... Никто их не подчеркивал, никто не показывал на них пальцев, все, наоборот, пытались воспринимать все как часть реальности. Вот. А сейчас я это вижу и об этом говорю, и периодически даже получаю за это, когда я об этом говорю. Вот. Как-то, теперь как будто об этом молчать очень сложно. А как ты думаешь, поспособствовало ли этому твой отъезд? То, что ты сменила контекст вокруг себя, и, может быть, ты острее из-за этого ретроспективно начала ощущать, и не ретроспективно, а со стороны просто стало виднее вот эти вот вещи, которые казались нормой, когда ты жила там? Мне кажется, какие-то вещи казались мне нормой, потому что они воспринимались как часть моего детства и как часть вещей, которые ты просто в силу возраста воспринимаешь как само собой разумеющиеся. То есть, если ты всю жизнь живешь, в месте, где детей разрешено бить, то, скорее всего, ты не будешь считать, что детей бить нельзя. Просто потому, что ты всю жизнь это видел перед собой. Точно так же, как если всю жизнь ты слышал шутки про татарскую фамилию какую-нибудь, ты в этот момент думаешь, есть вообще в целом в мире дураки, которые шутят над этой фамилией. Я просто это знаю. Ты не видишь в этом никакого дополнительного контекста. Мне кажется, что отъезд подсветил другие вещи. Отъезд подсветил то, что когда ты об этом говоришь, или когда ты даже замечаешь какие-то очевидные вещи, даже те, которые прям открыто националистские, открыто людоедские, когда ты их замечаешь, внутри России очень часто ты можешь напороться на абсолютное непонимание или на какую нейтрально игнорирующую позицию. Когда ты об этом говоришь с людьми, которые как будто бы в этом не варятся и видят это со стороны, и то, как они на это реагируют, ты начинаешь слышать понимание и валидацию своих эмоций, и они в этот момент говорят, это ужасно, так не должно быть. И ты такой, и правда, это ужасно, не должно быть. И, наверное, вот с этой точки зрения ты правда подсветила какие-то вещи, которых я раньше не замечала. И мне кажется, что вообще в целом вот это расширение кругозора, когда ты ездишь по миру, знакомишься с новыми людьми, видишь другие культуры, видишь культуры, в которых, еще самое, наверное, жесткое и самое впечатляющее и подбадривающее, на самом деле, в какой-то степени. Это когда ты приезжаешь в страны, в которых тюркская культура доминирующая,
Когда ты вообще вот все это замечаешь и видишь, что мир такой разный, и люди так по-разному видят, как надо жить, и по-разному видят свою культуру и культуру других людей, когда они не агрессивно реагируют на иностранцев, а наоборот, с интересом, задают вопросы. При этом, когда ты живешь бок о бок с другой национальностью, и эта национальность порой пренебрегает этой культурой и там выдает выражение из разряда «не говорите на своем, говорите на человеческом». Или там «это у вас там что-то там». И вот с таким как бы интонационно. Это даже вот я сейчас прямо это говорю и понимаю, что это настолько мелочь, и я так это всегда и воспринимаю, что такая деталь мелкая, там, интонация, это, типа, у вас там вот это, вот, там, у вас там этот сабантуй, там, или еще что-то в таком духе. Это такая деталь мелкая, которую я и правда не воспринимала как важную, но теперь я вижу, что мои там друзья из-за границы, они никогда такого не скажут. Они никогда не позволят себе такую интонацию. Они никогда такого не позволят ни в отношении своей культуры, ни в отношении своих соседей, ни в отношении моей культуры. И вот этот искренний интерес и искреннее уважение, и искреннее желание поддержать диалог и обменяться фактами, вот это, наверное, меня очень сильно впечатлило, когда я уехала. Особенно меня это впечатлило в общении с ребятами, которые тоже либо из тюркской культуры, либо из мест, где тоже есть некоторые факты проявления каких-то подавлений каких-то других культур, или есть какие-то тоже моменты с несправедливостью, которые не просто на каком-то общем уровне понимают, что это неправильно, а они на глубоком, на чувственном уровне знают, что это такое, и они сочувствуют. И когда кто-то там, особенно там это сильно ощущается вот как раз в тюркских странах, мне кажется. Когда я в Турции могу сказать, что мы из Татарстана, люди обычно такие «Вау!» Они прям такие типа «Мы знаем Татарстан, Татарстан классно!» И вот эта вот реакция, которая... Я ее даже не то, что не ожидаю обычно, я вообще готовлюсь объяснять. Я в этот момент, когда говорю, откуда я готовлюсь объяснять, что это за место, что вообще Россия, она неоднородная, что там много разных национальностей, что я готовлюсь к тому, что есть места, где люди не слышали никогда про наши проблемы. А тут есть люди, которые не только слышали, им еще интересно, и они, правда, искренне хотят узнать побольше, и они еще начинают задавать вопросы, и вот это вообще кайф. И при этом там есть вещи, которые точно так же ощущаются в общении с русскими в России. То есть я абсолютно точно могу сказать, что этнический русский может проявить огромный интерес к моей культуре и очень часто проявляет. И я в своем инстаграме, когда говорю о том, что я татарка, что я делаю, как я говорю, там, не знаю, про язык какие-то особенности подсвечиваю. Там, недавно у меня был пост про пословицы, про татарский. Это вообще никак не связано с национальностью, это связано именно с какой-то дефолтной культурой, с дефолтной установкой, что есть какая-то часть людей, которые считают, что это как будто какая-то неважная часть жизни, или она считает, что вот конкретно не русская культура — это неважная часть жизни, что об этом не надо говорить или об этом не надо думать, а те, кто об этом говорят, они как будто тратят твое время, как будто бы это что-то лишнее. И вот с этими людьми очень сложно говорить. И мне кажется, что вот эту болезненную часть я никогда не воспринимала как сильно болезненную, я просто думала, ну ладно, кажется, я слишком разговорилась о себе, о своих каких-то личных там проблемах, вопросах, пора завязывать, это какая-то светская беседа, которая пошла не туда. Теперь, если я говорю о Татарстане, и рядом ребята, не татары, слушают это и ждут, когда эта тема закончится, или начинают выдавать какие-то жесткие националистские вещи, типа вас вообще там, не знаю, ваша цивилизация вообще была там ужасной и там жестокой, а вот мы типа пришли и вас всему научили, или там, да ты бы без нас там вообще сидела бы в платке и там за мужем бы ухаживала, еще в таком духе, вот такие вот какие-то вещи, когда они выдают, я начинаю понимать, что у них обо мне стереотипов и представлений каких-то ложных больше, чем у людей, которые за границей никогда в жизни Татарстан в глаза не видели и даже не знают, что такое Татарстан. У них обо мне мифов больше, чем у иностранцев. Вот это я точно осознала, когда за границей побывала, и когда много где поездила, и много с кем познакомилась. Как ты сейчас относишься к русской культуре? Ты говоришь, что ты была в нее довольно сильно погружена, ты ее любишь. Ну, я думаю, что ты все еще ее любишь, но изменилось ли у тебя к ней отношение?
Может быть, ты стала какие-то моменты чекать более внимательно того, что она транслирует? В целом, русская культура никак от себя не отвратила. И я все еще воспринимаю ее как часть своей идентичности. Я все еще считаю, что... Ну, во-первых, я воспринимаю ее как часть истории своего народа тоже, потому что татарская культура с русской культурой уже столько столетий рядом, что невозможно игнорировать эту часть истории. И невозможно ненавидеть ту часть, которая, по сути, прочно и надолго проникла. Понятное дело, что в этом есть очень мрачные эпизоды и очень драматичные вещи с обеих сторон. И у истории этих отношений явно есть очень много вопросов, на которые почему-то люди пока не готовы отвечать. И мне не хочется отказываться от довольно большого пласта моей идентичности из-за того, что в этом есть какие-то мрачные детали. Мне кажется, в этом плане есть очень большое количество стран и очень много там разных народов, которые тоже прошли путь, когда они осознали, что их народ не идеален, что у них есть какие-то проблемы, что есть там эпизоды террора или взаимной какой-то ненависти между соседями, и они прошли путь рефлексии, и они, некоторые народы ушли в игнор и теперь отрицают, что происходит, но есть народы, которые пережили ужасно травматичный опыт анализа всех этих ошибок, этих проблем, проговаривания этих проблем, и в итоге приняли часть себя и часть своей культуры. Там у Николая Ипле, который написал книжку «Неудобное прошлое», есть потрясающий момент, когда он рассказывает про жадность до истории у, например, немецкого народа, когда была, собственно, вся эта рефлексия по поводу Второй мировой войны и разговор про то, что можно же просто отрицать реальность, можно сказать, что это не мы, или что это не наша вина, или что на нас повлияли, или еще какие-то другие отговорки сделать. Но у немецкой культуры есть очень большая жадность для своих разных аспектов. Есть очень большая жадность для того, чтобы оставить при себе все свои достижения, все свои литературные памятники, всю свою историю. И не утверждать, что нашей стране там 20 лет, или там сколько, 80 лет. Потому что это тоже часть, это мрачная, это ужасно, это кровавая, это очень страшная страница истории, но она все еще наша. Все это наша история. И я в ужасе, когда мне кто-то говорит, что я не должна говорить на русском языке, я должна перейти полностью на татарский. Я вообще не понимаю, чего люди от меня хотят. Вся моя жизнь прошла на 2 языках. У меня русский муж. У меня очень много русскоязычных друзей разных национальностей, которые говорят на русском языке в том числе. Это главный мой инструмент работы, инструмент коммуникации. Это главный мостик с людьми, с которыми я могу не просто наладить контакт. Я могу на самом деле в какой-то степени, пусть даже в своем маленьком огородике, пусть даже в небольшой какой-то сфере влияния, но хоть что-то сделать, чтобы люди меня услышали на этом языке. Потому что это не только инструмент подавления. Это еще и общий контакт, это еще и общее поле, в котором мы друг друга слышим, мы друг друга понимаем. Надеюсь, что с кем-то мы друг друга понимаем. И я не то что по-другому стала воспринимать русскую культуру, я стала воспринимать ее сейчас как не только большое поле травм, но еще и огромное поле для возможностей. И то, что современная российская власть пытается узурпировать русский язык и заявить свои права, что только она имеет на нее право, это абсолютная ложь. Это удобно только им. Если они так заявят, и если мы откажемся все от русского языка и от русской культуры в угоду их политическим амбициям, удобно будет от этого только им. Я не вижу в этом никакого смысла. Поэтому нет, я никак не изменилась в отношении к русской культуре, я никак не изменилась в отношении к российскому государству, все так же плохо к нему отношусь. Вот. А что касается татарской культуры, я в этом плане, наверное, очень благодарна интернету, потому что даже там банально мы сейчас с тобой в интернете общаемся. Вряд ли мы бы легко нашли способ без него записать этот подкаст.
мы с помощью интернета находим источники информации, которых мы никогда бы не нашли про свой собственный народ и про свою культуру, про свою национальность, про какие-то свои языковые моменты. Очень многие сейчас в интернете учат татарский язык, и я периодически подписываюсь на разные татарские твиттер-аккаунты, инстаграм-аккаунты, читаю на татарском языке СМИ. И когда я это делаю, я понимаю, что я в этот момент, когда я принимаю такое решение, я подвергаю себя немножечко, опять же, усилию воли какой-то прилагаю. И в этот момент я прям вспоминаю этот урок татарского языка, когда мне было прям тяжело, мне было некомфортно. Но при этом я понимаю, зачем мне это нужно. И интернет в этом плане огромный ресурс, потому что без интернета я бы, наверное, была бы полностью изолирована не только от татарской культуры, но и от огромного количества других знаний и возможностей. И при этом интернет позволил найти свой медиум огромному количеству субъектов, вот именно вот людей, у которых есть своя там, политическая, общественная, культурная субъектность, чтобы выразить себя быстро и легко, доставив татарскую культуру туда, куда ее раньше доставить было нельзя. И я в этом плане дико благодарна за возможность наблюдать за татарскими модельерами там, и фэшн-брендами. Там, Your Yul, просто One Love, просто невероятно красивые вещи, за которыми просто приятно наблюдать. И надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь куплю там и буду носить. Потрясающая возможность послушать татарскую современную музыку, не только там, не знаю, иронично послушать татарскую эстраду и вспомнить, как Абика включала радио там, с татарской музыкой, но и в том числе узнать что-то новое, узнать про новых исполнителей, посмотреть какие-то новые проявления татарской культуры, развитие татарской культуры, что крайне, кстати, важно, что это не только про то, чтобы ее сохранить, это еще и про то, чтобы в нее вкладываться и развивать, и она меняется. И это тоже очень интересно. И мне кажется, что самое, наверное, важное, что я вот в итоге получаю от доступа к татарской культуре и при этом от ретрансляции ее, это то, что я нахожу контакт как раз с этими самыми русскоязычными ребятами, которые, возможно, все еще носят в голове очень странные националистские тропы, всякие разные странные стереотипы, мифы о татарах или о других каких-то национальностях. И они не видят в этом ничего плохого, потому что они, как и я, жили с этим всю жизнь. Они не воспринимают это как что-то ужасное, потому что они даже не замечали, что это вообще что-то, может быть, такое неправильное. И возможность достучаться до них, да, с помощью русского языка, но возможность достучаться до них и рассказать о татарской культуре, и в том числе о татарском языке, это для меня прямо бесценная штука. И самые, наверное, приятные комментарии, там, реплай в директ, когда ты публикуешь даже, может быть, репост какого-нибудь другого блогера или делаешь пост про татарский язык или про татарскую культуру, и люди отвечают даже не просто поддерживающими комментариями, не просто ставят лайки, а задают вопросы. Вот это бесценно. Вот это безумие. Никогда такого не было. Я прямо в шоке. Когда люди задают вопросы и говорят, а как эта буква читается? Вот там буква необычная, это «э». Вот для татарина, мне кажется, это вообще какая-то безусловная штука. А тут есть люди русские, которые не ходили в школу и не учили татарский язык в школе. Есть люди, которые не знают про букву «э» и видят ее в первый раз в жизни. И они задают вопрос, а как она читается, это гласная или согласная? И им прикольно, им интересно. И вот это вот не наличие готовых ответов, не желание показать, что ты ни в чем не виноват, что ты никого не обижал, не попытка защититься, не попытка покаяться, а просто банальный интерес к другому человеку. Интерес к тому, что ты немножко не такой, как он. Интерес к тому, какой он. Вот это вот искреннее любопытство и большое уважение при этом вот этой штуки, которые мне дает не только татарская культура, но и русская культура в том числе, потому что русская культура сейчас еще и для меня такой посредник, возможность познакомить этих людей с нами и показать нас. Очень рад был с тобой поговорить. Я думаю, что как-то в подкасте ты еще будешь у нас фигурировать. Вот, поэтому не прощаемся полностью. Бигзур рахмет, Сина. Взаимно. Симана Бигзур рахмет. Это было очень приятно. Пока-пока. Всем большое спасибо, что послушали. Пока.
На этом все. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Подписывайтесь на Into the Tatarverse в соцсетях, в Инстаграме и на всех платформах, на которых можно слушать подкасты. До встречи. Рахмет Саубулхас.